Я женщина. Молитесь на меня, мужчины. Я источник жизни новой. Я ваша песня, полная огня, поэзии сверкающее слово. Я в доме изобилие и уют, в беде надежда ваша и опора. Я вам в пути споткнуться не даю. Я на земле тушу пожар раздора. Мужчины, поднимите в честь мою бокалы, роги, золотые чаши. Я ваша жизнь, я ваш кинжал в бою. Я будущее и начало ваше. А я не жалею, что я одна. Лучше быть одиноким, чем жить с кем попало. В общем-то, можно окружить себя, казалось бы, близкими людьми, но остаться одиноким. Да, по сути-то я и не бываю одна. Меня окружают много интересных людей, не обязательно из театрального мира. Во все времена я целью не ставила, чтобы вот выйти замуж. Никогда. Для меня самое главное – это была работа, поверьте. Вот сейчас я задумываюсь. Я в ожидании большой любви, а это выше, чем любовь. Актриса Светлана Медоева считает себя сильной женщиной. Сегодняшнее ее состояние – это ожидание любви. Хотя к созданию семьи в ее классическом понимании Светлана Медоева не стремилась никогда. Настоящая любовь, по ее убеждению, боится брака. Поэтому до сих пор у меня нет ширмы, улыбается она, и поясняет, что имеет в виду мужа. Вот я когда была маленькая, это уже не для камеры, я все время вот думала, что я буду одна. Вот как вроде бы я запрограммировала. Понимаете? Свою жизнь. Потому что говорили, актриса не должна выходить замуж, у нее не должны быть дети. И когда я говорила, у меня не будет детей, мои учителя: Светлана, почему, говорит, вы так говорите? Вот потому, я буду актрисой. Так я была очень избалованная, так как я была вначале одна, и даже у соседей, озорная, непоседа, заводила, хулиганка. Если, например, весь класс куда-то хотят убежать, я была первая. Вот. Однажды мы убежали в лес, в мае месяце за ландышами. Директор собрал всех, значит, родителей. Как раз моего отца не было, он очередной раз опять где-то был на курсах в Краснодаре или в Ростове. Ну, и вот мы, короче говоря, все родители, значит, пошли встречать нас. Кто-то кричит, кто-то плачет. Ну, думаю, ну что случилось? Ну, почему? Ну, они, все почему-то выбросили свои ландыши, букеты. Я собрала их. Моя мать говорит: угу, босташ ражейсово. Вот такое вот было. Да, у меня детство было счастливое. Счастливое детство. Единственное, то, что мне не разрешали вот в театральной, а может быть, они были правы, не знаю. Отец Светланы, Борис Спиридонович, человек твердых коммунистических убеждений, атеист в селе Веселое Моздокского района, считается человеком принципиальным и честным. Всегда выделялся строгим нравом. Он долго работал председателем сельсовета, потом директором школы. Мама Светланы, Мария Соломоновна, всегда целиком посвящала себя семье, 4 детям и мужу. Когда ей даже плохо было, она всегда пела казачьи, русские песни. Были такие дни, когда вот торговали самогоном. Вот мне всегда не разрешают обо всем этом говорить, а я не стесняюсь своего детства и своего прошлого. И я, чтобы как-то убежать, мне же не разрешали в Народный театр. И я под маркой
продать самогон. И я, значит, ныряла в Народный театр. Ну, ездила я продавать самогон. У меня это неплохо получалось. Как все сельские дети, Светлана рано приобщилась к труду. На летних каникулах помогала взрослым в поле, подрабатывала даже грузчиком. Часто уходя в себя, она играла, примеряя самые невероятные роли и образы. Лицедейство и театр – вот что волновало и не давало покоя. Мечта стать актрисой наполняла смыслом все ее существование. В детстве у меня почему-то не было, вот чтобы думать о мальчиках, честно я вам скажу. Я все время думала вот о театре, я все время играла. Я поняла, что это мне дано было, видимо. Я играла, что бы ни происходило, вот это удивительно. Вот нормальный человек должна была мечтать о семье, о принце. Это так должно было быть. Но я почему-то вот играла все время. Я уходила вот в одиночество. Почему-то я сама с собой разговаривала, что-то придумывала, какие-то сюжеты, играла это все. Понимаете? Вот, например, пошли в лес девочки маленькие, и вдруг я играю сумасшедшую. И настолько поверили девочки, и пришли домой, рассказали, Света там что-то покушала не то, и она сошла с ума. Вот я играла в театре, я аж потом это поняла, анализирую же. И утром в 5 часов каждый к нам заявляет: куда учишь? После школы, вопреки желанию отца, Светлана Медоева поступила в ГИТИС. Удача улыбалась. Ей предложили сыграть главные роли сразу в 4 дипломных спектаклях. Была возможность остаться в Москве, в Цыганском театре. Но чувство малой родины победило. Она вернулась во Владикавказ, в родной театр, где, как оказалось, ее никто не ждал. Режиссеры не торопились предлагать роли, а среди коллег-актрис было мало счастливых, а значит, доброжелательных. По расхожему мнению, закулисная театральная жизнь, полная интриг и зависти, съедала им нервы. Нужно было выживать, заявлять свое «я», по ночам душили слезы. Но о них знала только ее подушка. Родителей она оберегала. Беда лиха начала. Иногда именно проблемы порождают перспективы. От невостребованности в театре она начала петь, писать стихи. Бессонными тоскливыми ночами я вспоминаю пройденный мной путь. В искусстве, как в любви, ведь нет начала. Быть может, мне от сцены отдохнуть, быть может, отдохнуть от неудачи, от зависти, от славы отдохнуть. Но ведь искусство, так оно прекрасно, что хочется всей грудью мне вздохнуть. Я вспоминаю робкие дерзания, как на свидание я в искусство шла. Теперь остались лишь одни мечтания. С годами в сердце боль вошла. Ту боль не выразить словами, но в этой песне выразить хочу, что хоть взрослеем мы с годами, но лично я нашла свою звезду. Так пусть утихнет боль моя с годами, и все мои сомнения пройдут. Хоть я грущу веселыми глазами, я на искусство светлое смотрю. Ну, чтобы блистать на сцене, да, во всю мощь своего таланта, нужны роли, да? А как их получать? Вот. Надо быть богатой, надо, чтобы у тебя родственник был, или иметь мохнатую руку, или чьей-то пассией быть. И если этих составляющих нет, то будь ты там 150 раз талантлив, будут тебя от случая к случаю занимать или игнорировать. Это было, есть и будет. Это не только у нас, и на столичной сцене. И вот так уходит твое время. Что обидно.
что большая часть жизни проходит в боксерской стойке. Только меня не снимайте плачущую. Я ненавижу, когда плачу. Отражая удары справа, слева. Но все равно жизнь хороша. С горьким вкусом несыгранных ролей. Знаете, я как-то вот еще надеюсь на Ватаева. Но вкус вот зрительских аплодисментов и вот этот аромат ни с каким мужем нельзя сравнить. Вы понимаете? Это магическое сочетание. Это такое наслаждение. Это я испытала еще в юности, когда еще училась в школе, когда я стала лауреатом Всероссийского смотра, почитав отрывок Фатимы из поэмы «Фатима». И когда я была с Моздокским народным театром на сцене Кремлевского дворца съезда. Да, этим немногие актеры могут похвастаться. Если человек касается хоть одним крылом, даже косвенно искусства, он должен нести добро, свет, радость. Он должен нести положительную энергию. Вы когда-нибудь слышали, что Медоева с какой-то актрисой поругалась из-за роли? Я, наоборот, что делала? Вот, например, дали мне роль, да? И вот другая актриса плачет старше меня. И говорит, вот опять мне не дали роль. Ну что мне делать? Я говорю режиссеру, чтобы нам дали дублировать. Вы понимаете это? Есть, например, такая пара. Ну, актриса все играет, абсолютно все подходит ей, не подходит роль, да? Муж там переводит, допустим, Иванова играет. А Медоева подходит, или там другая актриса, а ей не дают роль эту, понимаете? И все равно она злая. И я все время спрашиваю, ну от чего же? Ну и семья вроде есть, и дети есть. Но меня это так не устраивает. Я очень много прошла. Вот было бы лучше, если бы вы спрашивали вот моих, так сказать, коллег. Даже враги мои, так я скажу, говорят, что Света добилась своим силами. Даже с дочкой мы живем вместе, да? Вот мы вместе живем. Вы даже мы не разговариваем, не общаемся, когда я в работе. Она меня уже понимает. Я иногда говорю, кому наша, я говорю, здрасте. Потому что она уже чувствует. Я бываю в своем. Это разные вещи, вы поймите. Это такая ответственность. Вот вначале мы не понимали, не совсем понимали друг друга. Она на меня, как я поняла, была обижена, что не у меня воспитывалась. А потом она как-то мне говорит, ну мы лежали вместе. Я, как всегда, пошла расстроенная. Я только сказала одну фразу, как хорошо, что Бог мне все равно помогает, что-то не выспустил. И заревела. И она мне говорит, мама, говорит, я, говорит, тебя сейчас поняла. Я, говорит, не понимала, почему я не с тобой. Да если бы, я, говорит, ты со мной жила, ты, наверное, сошла с ума просто. Для меня самое главное вот оставить след. След, скажи, какой ты след оставишь. След, чтобы вытерли паркет и посмотрели косо вслед. Или незримый прочный след в чужой душе на много лет. Я очень хочу, чтобы остаться человеком. Если я вот более 30 лет я в искусстве,
Я вот сегодня могу сказать хоть один раз в жизни о себе, что я горжусь, что я осталась вот человеком. Да, старалась я всегда быть человеком, что бы со мной ни проделали. Может, воспитание, нас так воспитывали. Вот отец говорил, если тебе плохо сделали, отвечай не тем, но отвечай добром, чтобы этому человеку было стыдно. Ну, вы знаете, я это дело, меня не понимали. Вы знаете, женщин я больше знаю человечнее, чем мужчин. Они все-таки намного тоньше. Мне мой, так сказать, друг говорит, никогда ты не будешь принцессой. Нет, чтобы сделать... Даже они на комплименты стали скупы. Это вообще какой-то... Это было так давно... Я на базаре давно не была. Помните, модно были вот на низком белые сапожки. Я, значит, иду, и я уже чувствую, кто-то на меня смотрит. Это говорит жена своему мужу, как я поняла. Ortada он послала. Маден Лак с каким-то этим посмотрел. Мона там яма факуба. Любовь, это питает меня, мое творчество. У меня был человек, вот, но я не знаю, надо об этом говорить, не надо. Понимаете, я поддерживала, я очень ценила и ценю его талант. И как-то, как говорят, говори о нем, про него, каким бы ты его хотела видеть. Ну, я все делала для этого. Знаете, я его настолько не писала, и, ну, я не знаю. И, понимаете, вот в невидимом мире есть оболочка эго, да? И вот это эго еще сильнее у него замкнулся как-то в себе, что он действительно, он поверил в то, что он действительно вот такой. Вы понимаете? А так есть у меня человек, молодой человек, который старается, чтобы я выглядела неплохо, вот, следит за моим творчеством. Вот. Вот такой человек у меня есть. Это меня вдохновляет, и я также взаимно отвечаю взаимностью. Его мнение для меня бывает все, потому что он разбирается и в творчестве, и в жизни. Он талантлив. Ее жизнь – это сплав из терпения и преодоления. Веруя в высшую мудрость, стараясь делать добрые дела, она сегодня не ждет за это благодарности и наград. Уже с пониманием относится к тем, кто уходит в монастырь. Сама же старается общаться только с теми, кто ей приятен и интересен. Собираясь в кругу единомышленников, они по вечерам перечитывают Ленина, например. А недавно один из друзей подарил свой сборник стихов, на котором сделал такую надпись: «Одухотворенный талант обязательно взойдет на трон величия». Но тропа к этому трону пролегает через мрачные лабиринты, насыщенные чарами зависти, мести, злословия. Пусть Бог поддерживает тебя на трудной, но благородной стезе, ведущей к трону величия. Мужчины, вам откуда женские пороки? Из женщин символ суеты не ваше ли делает искусство? Но разбудив в них злые чувства, вы требуете доброты. В ход средства пустите любое, и ваше рвение победит. Но тут вы сделаете вид, что крепость вам сдалась без боя. Вы собственных страстей своих пугаетесь, как свистоплети. Вы сказки любите, как дети вы боитесь их. Нужна вам женщине любимой, таков же ваш мужской девиз. Смесь восхитительной Таис с Лукрецией непогрешимой. Ваш нрав для вас источник мук, как вам бывает неприятен на зеркале вид грязных пятен от ваших же нечистых
их рук. И страсть, и пренебрежение равно вы признаете власть. Презрение вам внушает страсть, а страсть внушает вам презрение. Честь женщины вам не важна, вы мерите мужскою меркой. Строга зовете лицемеркой и ветреной, когда нежна. И судите напропалую нас всех за всякую вину, за бессердечие одну, за легкомыслие другую. Где же та, что вас пленит, затеяв с вами бой по праву? Коль вам суровость не по нраву, а легкомыслие претит, меж вашей пылкостью и скукой лишь та уверенно пройдет, в ком нет любви, но есть расчет в союзе с Евиной наукой. А тем, кто любит вас, увы, любовь всегда ломает крылья. Над их душой, свершив насилие, от них прощения ждете вы. Но кто даст пыли осуждений в бесплодной горестной борьбе? Та, что доверилась в мольбе, или тот, кто расточал моления? Да вообще еще не вечером. Может быть, я вас еще удивлю, может, порадую. Я в ожидании. В ожидании. Да, я бы сказала, я за тебя пошла на крест. Но жаль, что нету там вакантных мест. Я думаю, что он меня слышит. Он — это все, и вы его знаете.